Мендет, дорогие друзья, сегодня мы стали еще ближе к нашей заветной цели, к овладению разговорной речью на нашем родном калмыцком языке. И прежде чем перейти к новой теме, давайте повторим все то, что мы изучали на своем предыдущем занятии. Итак, на прошлом занятии мы с вами изучили личные местоимения. Личные местоимения — это те слова, те части речи, которые говорят «я», «ты», «он», «она» и так далее. И вот давайте мы повторим еще раз, как это звучит на нашем родном языке. Би, я, би, я, би, я, чи, ты, чи, ты, та, вы, та, вы, та, вы. Н, этот, это, он, она, оно. Тире, то же самое, это тот, но со значением он, она, оно. То есть н это будет вообще на калмыцком этот, а тире тот. Здесь не стоит забывать, если мы отдельно произносим эти слова, здесь имеются два неясных гласных. Н и тире. Это этот и тот. А вообще, в целом, так как это третье лицо, би, я — это первое лицо, чи или та — это второе лицо, а н и тире — это третье лицо. В третьем лице это, та, тот, этот и так далее. Все это будет звучать как он, она, оно и так далее. Н, тире. Так мы произносим эти слова, но в потоке речи часто неясный гласный вообще выпадает и получается н-тир. Н-тир. Однако, если мы произносим их отдельно, мы обязательно должны помнить, что здесь есть неясный гласный, неясный звук, который стоит после буквы Н и после буквы Р. Это было единственное число, то есть я, ты, он, она, этот, тот. А теперь также мы изучили и множественное число этих же местоимений. Если би — это я, то бидн — это мы. Здесь мы видим, добавляется особый суффикс дн, бидн. Бидн — это мы, то есть я и кто-то еще со мной. Слово бидн мы обычно используем для небольшой группы людей, которых мы прекрасно знаем, это могут быть наши коллеги, друзья, еще кто-то. Когда мы говорим мадн, то здесь то же самое мы видим этот же суффикс дн, который как раз-таки создает множественное число от местоимения. Мадн — это мы, но группа людей, которая обозначается словом мадн, это группа большая, чем бидн. То есть в этой группе мы можем знать некоторых людей, а можем их даже и вообще плохо знать или вообще не знать. То есть это большая группа людей. Есть еще одно выражение, которое мы тоже изучали, это может быть и не нужно запоминать, но напомнить об этом следует. Манр. Манр — это мы, но в уважительном таком вот, в уважительной тональности. Манр — это значит мы, но мы уважаемые. Мы те, кто уважают сами себя, и тех, кого уважают другие. Кроме этого, мы еще изучили несколько личных местоимений. Это местоимение мини, мой, чини, твой, үне и тюне, или его, этого, или его, того. Үне и тюне. Кроме них, в калмыцком языке есть еще один вид таких же местоимений, но более уточняющий, конкретно уточняющий то, о чем идет речь. Если здесь мы говорим «юне-тюне», то и имеем в виду его, того, этого и так далее, то есть еще два выражения «энюне» и «терюне». «Энюне» мы здесь видим, что «эн» — это будет одна основа, а «юне» — это вторая основа. То есть оно конкретно этого, или терюне — это значит конкретно того. Не стоит забывать, что в современном калмыцком языке есть выражения как вот такие «юне-тюне», так и «энюне-терюне». И они примерно равнозначны. Однако, если здесь нет конкретного указания, просто его, кого-то, чей-то,
то энюне, терюне — это конкретно кого-то или того, кто находится ближе к нам, то есть на ближнем плане, и того, кто находится на дальнем плане от нас, то есть терюне. Вот такие вот местоимения мы с вами прошли на прошлом занятии. Друзья мои, кроме личных местоимений, на прошлом занятии мы также изучили настоящее, будущее и полностью настоящее время в калмыцком языке. Давайте вспомним и их. Настоящее, будущее время обозначает какое-то действие, которое либо совершается постоянно у нас, то есть в настоящем времени, или будет совершено в недалеком будущем времени. Это время образовывается посредством присоединения к основе глагола суффиксов «на», «не». «На» — это будет по отношению к тем словам, в которых есть «иры-икшик» или твердорядные гласные, и «имы-икшик» или мягкорядные гласные. Это будет «не». Итак, давайте представим себе, вот у нас есть глагольная основа «йов». «Йов» — это «иди» или основа глагола. Если мы добавим к ней, а что мы должны добавлять? Мы, конечно, должны добавлять сюда «на». «Йовна» — это будет либо он вообще ходит, либо он пойдет в ближайшее время. Или такой же пример с мягкорядным. То есть здесь у нас будет твердорядное «о», и, соответственно, окончание его будет «на». Если же это будет мягкорядное «е», здесь в данном случае «келле», вот сюда будет добавляться у нас уже суффикс «не», «келе не», то есть говорит, либо будет говорить в ближайшее время. То же самое происходит, если мы будем создавать из глагольных основ полностью будущее время. Вообще оно, конечно, не является исторически существовавшим в калмыцком языке, однако под влиянием русского языка оно появилось, широко используется в современном калмыцком языке. Оно образуется посредством присоединения к основе глагола вот такого вот окончания «х». «Йов х» — это будет, значит, он пойдет или он будет идти, и «кевит х» — он ляжет или он будет лежать. Итак, вот эти вот глагольные формы сочетаются с местоимениями, и тогда у глагола появляется лицо, то есть тот, кто делает это. Если мы скажем «би-гарна», то здесь мы будем обязательно добавлять букву «в», которая исторически обозначала то же самое слово «би». «Би-гарна», «би» или в современном калмыцком языке это будет «би-гарнав». «Би-гарнав». «Би-гарнав» — это значит «я буду выходить, я буду отправляться куда-то». «Чи-у-на-ч». То есть в старину, в Тодобичи, когда мы только в калмыцком языке только появлялись вот эти вот показатели лица у глагола, они звучали точно так же «чи-у-на-чи». Но в современном калмыцком языке, чтобы не говорить такие громоздкие фразы и дважды не повторять одно и то же местоимение, мы сегодня говорим «би-гарнав чи-у-нач». В третьем лице относительно кого-то, о ком идет речь между двумя собеседниками, мы никаких окончаний не ставим. «Н бичне тире авна». То есть никаких окончаний здесь уже нет. Это мы изучали на прошлом занятии, и об этом мы должны помнить и знать, ведь эти конструкции нам очень пригодятся при том, когда мы будем строить уже большие, хорошие предложения. Форма будущего времени в современном калмыцком языке, как я уже говорил, образовывается посредством присоединения к основе глагола суффикса «х». Например, «эмч», «эмч» — это врач, мы помним это слово из прошлых наших занятий, «эмч» — «метх», «эмч» — «метх», врач будет знать. «Джолач» — это у нас шофер, водитель. «Джолач» — «йовх», водитель отправится или водитель в ближайшее время какое-то куда-то поедет. Джолачи йохот отправится, пойдет, поедет. Ну, в данном случае, так как это джолачи, а джолачи в современном калмыцком языке это шофер, то, соответственно, или водитель, поэтому йоху будет значить, что он отправится на машине своей куда-то в ближайшее время. В сочетаниях с местоимениями эти формы будут приобретать те же самые окончания, которые мы уже с вами вспоминали при образовании настоящего будущего времени. Би это я, ухв, я буду пить. Чи ухч, то есть ты будешь пить.
ин-ух. Здесь окончание будет нулевое, его нет просто. Ин или тире, то есть он, она, оно или они, этот, тот будут пить. Ух, просто без всяких окончаний. Во множественном числе будет то же самое, что и было в формах настоящего будущего времени. Бидн. Мы можем взять и мадн сюда, и манер. Ух, видн. Обязательно сюда добавляется вот эта вот такая вот приставочка, показывающая, что это будет делать ух, это пить. То есть это будет делать какая-то большая группа людей. Тадн, основа его будет та, поэтому тадн ухт. Вы уже во множественном числе, то есть к нескольким людям обращаясь, мы будем говорить тадн ухт, вы будете пить. И эдн или тедн, эти или те, они, ух. Здесь тоже никаких окончаний не будет. Таким образом, мы понимаем с вами, что в первом и втором лице местоимения мы обязательно должны вставлять показатели к глаголам, показатели лица би ухов, чи ухыч. А вот в третьем лице эны или тире, эдны или тедн никаких окончаний нет. То есть это большая группа людей, которым не нужно или даже не важно показатель лица, ведь это большая группа людей, либо это те люди, о которых идет речь между двумя собеседниками, но которые, возможно, не присутствуют при разговоре, либо в этой речевой ситуации, которая происходит, они не участвуют. Эны или тире уха, тут никакого лица не нужно, эдн, тедн уха, у них тоже лица не нужно. В первом и втором лице, я еще раз повторюсь, показатель лица обязателен. Не би уха, а би ухов, чи ухач, бидн уху видн, тадн ухат. Вот так образовывается у нас форма современного будущего времени в калмыцком языке. Она используется достаточно часто, поэтому эту конструкцию нужно знать. Дорогие друзья, после того, как мы повторили все пройденные нами на предыдущем занятии темы, давайте приступим к изучению новых. Итак, сегодня мы изучим еще два падежа. Этот падеж, о котором я сейчас буду говорить, называется направительным в калмыцком языке. И он показывает направление, по отношению к которому совершается действие, определенное действие. Этот падеж образуется посредством присоединения к основе, к слову таких вот суффиксов, как ур и юр. Вот они представлены здесь. Ур и юр. Как мы помним с вами из правила сингармонизма, или правила, по которому мужские согласные должны иметь окончания, связанные с мужскими согласными. То есть здесь, если, например, мы скажем АВ, это дедушка, буква А, О и У, как вы помните, это мужские гласные. Поэтому АВУР будет ОД, АВУР ОД, АВУР ОД. Иди по направлению к дедушке, отправляйся по направлению к дедушке. Мы видим, что здесь А, О, У, здесь в данном случае у нас буква А, соответственно, падежное окончание его будет УР. АВУРОД. И отправляйся по направлению к дедушке. Если же буква в слове это мягкая, например, слово гер это дом, то по направлению к дому герюр ор. Здесь я забыл добавить, что здесь есть неясные гласные, ведь вы помните, что это повелительные наклонения, которые используются по отношению к своим ровесникам, близким по возрасту с нами людям. А вурод, отправляйся к дедушке. Герюр ор, заходи в дом. Здесь, то есть, если эта буква мягкая, а как мы знаем, ю это мягкие у нас, поэтому герюр здесь уже будет не ур, а юр. Не герур, нельзя сказать герюр ор, а авур од. Если же слово оканчивается на гласную букву, как в данном случае, например, слово гаха, уже известное хорошо нам, это свинья, оно оканчивается на гласную, то при присоединении вот этого падежного окончания
ур, например, мы должны добавить гахаур, мы же не скажем, поэтому здесь добавляется или в слове появляется вот этот вот наш уже известный хорошо интервокальный согласный, то есть согласный, который стоит между двумя гласными и разделяет их, показывая каждому из нас, что это падежное окончание. Гахагур йовтн. Гахагур. То есть по направлению к свинье отправляйтесь. Если я буду, например, говорить, я хочу поехать в Элисту, и мне нужно поехать в Элисту, то я буду говорить Элистюр йовх керекте, например. То есть мне нужно поехать в Элисту, а не Элистд, как многие сейчас говорят, под влиянием, может быть, русского языка, может быть, под тем, что у нас в современном калмыцком языке, опять-таки под влиянием русского языка, несколько преломляется уже система традиционного вот этого вот строения предложений. Так вот, гахагур йоутн, это значит отправляйтесь по направлению к свинье, где гаха, конечная у нас, ведь это гласная, поэтому здесь будет добавляться вот этот вот интервокальный согласный г. И уже после него будет добавляться вот это вот падежное окончание ур. Гахагур йоутн. Отправляйтесь. Здесь идите. Вот это вот тн, как мы помним, это идите, отправляйтесь. Гахагур йоутн. Это значит отправляйтесь по направлению к свинье. Итак, давайте еще раз повторим. Авур од. Иди, отправляйся к дедушке. Герюр ор. Заходи по направлению к дому, то есть в дом, может быть, заходи. Гахагур йоутн. Идите к свинье по направлению к свинье. Вот такой вот направительный падеж, который показывает направление, по отношению к которому должно совершаться определенное действие. Друзья мои, почему мы используем постоянно пример слова гаха, свинья? Это сделано для того, чтобы вы заучивали произношение вот этого вот гласного г в первой позиции, который должен прочитываться в современном и произноситься в современном калмыцком языке как буква г. Гаха, галун и так далее. Мы могли бы и привести и другие примеры, но вот этот пример наиболее хорошо будет тренировать ваш речевой аппарат для того, чтобы вы могли произносить наши слова правильно и четко. Если же слово оканчивается на букву «н», например, слово «савынг», которое мы знаем с вами, «савынг», то здесь будет, так как буква «н», она не совсем полноценна в калмыцком языке и является сочетанием «н» и «г», «н», поэтому савынг здесь, для того, чтобы уточнить, что этот звук такой, мы будем добавлять вот такой вот согласный г. Савынгур, то есть по направлению к мылу. Таким образом, аур од, это значит и отправляйся по направлению к дедушке. Герюр ор, это значит заходи по направлению к дому, поближе к дому, в дом. Гахагур йоутн, это значит идите в сторону свиньи. И савунгур, это в сторону мыла. Вот так вот изменяются слова в направительном падеже. Уважаемые друзья, зная о том, как образовывается в калмыцком языке направительный падеж, сейчас мы изучим еще один падеж. Как я уже обещал, мы на этом занятии изучим два падежа. Второй падеж, который мы сегодня рассмотрим, это исходный падеж. То есть тот падеж, который показывает какое-то действие, которое исходит от кого-то или от чего-то. Этот падеж образуется посредством присоединения к основе слова или к слову таких вот суффиксов, как ас и эс. Ас будет присоединяться к словам, которые будут иметь эр-экшик, или по-калмыцки говоря, эр-экшикта үгд, ас, и эм-экшикта үгд, или те слова, которые будут иметь женский гласный, эс. Два основных значения этого падежа, которые нам нужны для того, чтобы овладеть основами разговорной речи, это исходный пункт действия. Давайте рассмотрим это на живом примере. ИМЧ, как мы знаем, это врач. ИМЧ, здесь есть неясный звук. ИМЧ көдлмыш, это работа. Көдлмышэс гарх, то есть врач выйдет с работы. Вот здесь оно «из» будет переводиться или «с».
Эмчи көдлмешесы гархы. Врач выйдет с работы. Көдлмеш — это работа, эмчи — это врач, гархы, как мы знаем, это уже глагол будет в будущем времени. Эмчи көдлмешесы гархы. Врач выйдет с работы. Выйдет, он еще пока не вышел. Или вот такое вот повелительное наклонение. Например, остановив машину, тот, кто работает в ГИБДД, может сказать «Джолачы машинасы гары». Водитель, выйди из машины. «Джолачы машинасы гары». То есть водитель, выйди из машины. Второе значение, которое нам пригодится на нашем уровне знания калмыцкого языка, это лицо, от которого что-то получают. Например, авасы ödümük алтын. Возьмите хлеб у дедушки или от дедушки. Вот дословно, если переводить эту фразу, то это будет от дедушки. А в русском языке мы скажем у дедушки. Авасы ödümük алтын. Авасы ödümük алтын. Возьмите хлеб от дедушки или у дедушки. Или вот такой пример. Бакшасы уха ав. Бакши — это учитель, бакшасы — это от учителя, ухан, как мы знаем, это разум. Здесь в данном случае мы этот падеж не знаем, но пока еще не знаем, но здесь в слове ухан будет выпадать буква Н. Уха ав. Бакшасы уха ав. То есть получи разум, разумение, знание от учителя. Если же слово оканчивается на гласную, уже известное нам слово гаха, к примеру, то между вот этой гласной и тем вот окончанием, которое будет прибавляться окончанием исходного падежа, тоже появится интервокальный согласный г. Гахагасы гартн. На самом деле, конечно, выйти из свиньи это невозможно, это просто пример. В сказках что только не бывает, поэтому вполне возможно вы можете увидеть где-то в калмыцкой сказке такое вот слово гахагасы гартн или откуда-нибудь еще из тех слов, которые оканчиваются на гласную. Гахагасы гартн. Выйдите из свиньи. Здесь будет обязательно вот этот вот интервокальный согласный г стоять. Если же слово оканчивается у нас на букву н, тоже известный уже нам очень хорошо пример. Савынг слово — это мыло. Савынгасы ав. Возьми от мыла или из мыла. Здесь на самом деле иллюстрируется очень так вот четко калмыцкое мышление. То есть, говоря о савынгаса ав, это значит возьми от мыла. И в магазине, к примеру, лежит на прилавке мыло, его там много, и вот одно из этих частей, если мы будем брать, то старики нам скажут савынгаса ав, или возьми от этого большого куска, какого-то вот скопления, собрания мыла, возьми какой-то отдельный кусок для нас. Савынгаса ав. Вот так вот образовывается исходный падеж калмыцкого языка. Он имеет еще несколько значений разных, но о них мы будем говорить на следующих занятиях, применимо другим уже правилам, применимо к другим речевым таким вот ситуациям. Поэтому сегодня мы должны запомнить, что исходный падеж обозначает исходный пункт действия. Эмчи көдлмешесы гархы, джолачи машинасы гары. Или лицо, от которого что-то получает. Авасы ödümük бакшасы уха ав. Получи хлеб, заберите хлеб от дедушки, или бакшасы уха ав будет значить получи знание, разум, разумение от учителя. В словах, оканчивающихся на гласную, будет добавляться интервокальный гахагасы гартн. И если слово оканчивается на н, то будет добавляться буква г сюда. Савынгасы ав. Возьми немножко от этого мыла. Таким вот образом у нас образуется исходный падеж в калмыцком языке. На этом занятии, уважаемые друзья, мы также изучим еще одну новую форму глагола или времени глагола. Это настоящее продолженное время, то время, которое в английском языке мы знаем как present progressive, то есть действие, которое совершается конкретно в данный момент речи. Это
время будет образовываться посредством следующей конструкции. Это основа глагола, без окончания «х», как мы уже помним, плюс суффикс «джана» или «джане». «Джана» будет относиться к тем словам, которые имеют у нас «экшик» или мужские гласные, твердорядные гласные, или «джане» по отношению к тем словам, в которых имеется «экшик» или мягкорядные гласные. Давайте приведем и рассмотрим некоторые примеры. «Эдж», как мы знаем, это бабушка. «Эдж» — бабушка. «Ödümük» — это хлеб. «Утыльджана» — это значит режет ножом, от слова «утх» — нож. «Утыльджана» глагол «утылхы», как резать ножом, мы уже с вами изучали. «Эдж ödümük утыльджана» — бабушка режет хлеб ножом. Здесь специально я использую вот эту вот конструкцию для того, чтобы показать вам, что слово, имеющее у нас твердорядную или «экшик», будет иметь окончание «джана». И вот второй пример. «Кюкн» — это девочка у нас. «Кюкн» — это девочка. «Хот» — это пища. «Идджана», так как «и» у нас будет мягкорядное, то, соответственно, «джана» мы будем сюда добавлять окончание. «Кюкн хот идджана». «Кюкн хот идджана» будет значить «девочка ест пищу». «Эдж ödümük утыльджана». Повторяйте эти фразы вслед за мной. «Эдж ödümük утыльджана». Бабушка режет ножом хлеб. Или мама режет ножом хлеб. «Кюкн хоты идджана». «Кюкн хоты идджана» значит девочка кушает пищу, кушает еду. Если мы будем использовать эти слова с местоимениями, эти глагольные конструкции, то они будут иметь такие же окончания, какие они имели в предыдущих изученных нами временных формах, то есть формы настоящего будущего времени и формы полностью будущего времени. Би üg келдженев. Би üg келдженев. Би — это я, üg — это слово или слова, келдженев — говорю в настоящий момент. Именно сейчас я это произношу, я это говорю. Би üg келдженев. Чи — это ты, хот — это у нас пища. Чанджана ч здесь появится у нас. Чи хота чанджанач. Чи хота чанджанач. Чи хота чанджанач. Это будет значить ты варишь пищу. Ин или тир, то есть этот или тот, это третье лицо уже будет у нас. Машигар, как мы помним с вами, в словах, оканчивающихся на букву Н, а слово машин именно такое слово, машин, буква Н в орудном падеже должна выпасть, а вместо нее появится вот этот вот интервокальный гласный Г. Тире машигар йовджана. Тире машигар йовджана. Тире машигар йовджана. Ины машигар йовджана. Он или этот или тот едет на машине или машиной передвигается. Ин или тир машигар йовджана. Здесь никакого окончания не будет. Давайте теперь рассмотрим, как это будет в местоимениях, имеющих множественное число. Бидн — это мы, эмч — это врач, эмчд — это к врачу, к врачу, значит. Бидн эмчд орджана видн здесь будет, посмотрите. Бидн эмчд орджана видн. Здесь мы получаем вот это же окончание, которое мы уже знаем по предыдущим изученным временам. Бидн эмчд орджана видн. Мы заходим к врачу в данный момент. Тадн — это вы. Тадн — это вы. То есть к группе людей какой-то обращаемся. Көдляч — это работник у нас. Көдлячд — это значит работнику. Кельджанет. Вот здесь обязательно будет стоять вот такой еще вот показатель лица у этого глагола, то есть у действия, обозначающего определенное, у слова, обозначающего определенное действие. Бидн эмчту орджана видн. Тадн көдлячд кельджанет. Вы говорите работнику. И эден или теден, то есть эти или те, они,
Ця уджана. Ця это чай, ух это пить, уджана это пьют в настоящий момент. Здесь тоже не будет никакого окончания. Таким образом, в первом и втором лице калмыцкого языка мы будем использовать особые окончания, которые будут подчеркивать, что есть речь или действие происходит от первого или второго лица. Би угу кельджана в, чи хоту чанджана ч, энетир машигар йоуджана, здесь третье лицо, то есть речь идет о человеке не присутствующем или не имеющемся в виду в момент речи, поэтому здесь мы никакого окончания не будем добавлять. Бидн — это первое лицо мы, то есть я и какие-то еще люди. МЧД к врачу, орджана видн, мы заходим к врачу, мы как будто бы фраза такая. Бидн, МЧД, орджана видн, это будет, здесь будет добавляться вот это вот видн. Во втором лице тадн к длячд, то есть работнику кельджанет, здесь тоже будет добавляться окончание. А вот эдн или тедн в третьем лице, цяуджана, здесь снова никакого окончания не будет. Друзья мои, если основа глагола заканчивается на какой-то глухой звук, например, если у буквы «с» есть более звонкий вариант «з», то окончание, которое будет добавляться, будет тоже иметь не джана, а чана или чана. Вот давайте приведем такие примеры. Ав — это у нас отец или дедушка. Ав босчана. В настоящий момент отец или дедушка встает, значит. Или вот такой пример. Бидн мчс. То есть от врача. Вот этот вот суффикс мы изучили, вот это вот окончание мы изучили на этом уроке. Бидн мчс. Мы от врача. Гарчана. Вот здесь видите снова буква Ч. Видн, бидн, МЧС, гарчана, видн. Мы выходим от врача. Би, диктор. Би — это я, диктор — это книга. Умшчанау. Здесь тоже будет буква Ч. Таким образом, при определенных словах, оканчивающихся на глухие какие-то звуки, так как просто даже неприятно и сложно выговорить. А вы босджана, бидны МЧС гарджана видн, бидиктор умшджанау. Хотя так можно тоже сказать. Вот, используется вот другой вот суффикс, измененный, где буква Дж переходит уже у нас в современную букву Ч. А вы босчана, дедушка или отец, встает в настоящий момент. Бидн МЧС гарчана видн. Мы именно сейчас, в настоящий момент, например, говоря по мобильному телефону, что мы сейчас выходим от врача, мы скажем бидн МЧС гарчана видн. И следующий пример. Би — это я, диктор умшчана. Я именно в настоящий момент сейчас читаю книгу. Например, I'm reading the book. В английском языке это будет звучать. То есть я читаю конкретную книгу. Би диктор умшчанав. Вот поэтому, когда вы будете говорить, будьте внимательны при произнесении именно этой временной формы глагола, потому что, первое, она обозначает конкретное настоящее время, производящееся или производимое действие, а также она имеет две формы: джана-джана или чана-чана. Эти формы нужно знать. А вот босчана легче сказать. Или, например, биднем час гарчана виден, чем а босджана и биднем час гарджана виден. Конечно, это будет не совсем даже удобно произносить, поэтому здесь мы используем еще суффикс, вот этот вот добавочный суффикс че. А в босчана биднем час гарчана виден, бидиктрум счанав. Вот такая вот есть еще одна форма этого времени. Напомню еще раз вам, что это время показывает конкретный момент, в который производится какое-то действие. В настоящий момент дедушка встает, в настоящий, именно сейчас, когда мы это говорим, мы выходим от врача, или именно в настоящий момент, например, вам позвонил друг и спрашивает, что делаешь, а вы можете ему сказать по-калмыцки: би диктор счанав, я сейчас читаю книгу, не отрывай меня, я занят прочтением книги. Это просто был такой вот хороший пример для того, чтобы вы могли запомнить, как образовывается эта временная форма.
Уважаемые друзья, сейчас, когда мы закончили изучать грамматику нашего языка, давайте несколько слов скажем во-первых, выучим несколько слов, а во-вторых, скажем другие фразы с использованием уже знакомых нам слов «н» и вот в данном случае «тире». Если мы, но здесь записано слово «тен», «н» это будет «это», «этот». Если же мы к нему добавляем суффикс дательно-местного падежа, это, конечно, условно, на самом деле тут несколько другой процесс происходит, но тем не менее, если мы добавим к «н» «это» или «этот», суффикс «д», и «нд» получится, значит, это будет значить здесь, конкретно здесь, в этом месте. Если к этому слову, как мы знаем, «тире», да, основа этого слова будет у нас «те», мы добавим суффикс вот этот вот «д», то получится «тенд», то есть там, «энд» здесь, «тенд» там, «энд» здесь, «тенд» там, «энд» здесь, «тенд» там. И еще выучим два новых слова. Это слова «кен». «Кен» значит «кто». «Юн» значит «что». В старину, в Тодо-Бичик, это слово писалось вот таким вот сложным образом. «Йоун». Поэтому иногда в разных падежах у слова «юн» или «что» будет возникать буква «у», как, например, здесь. Потому что в старину здесь была вот такая вот сложная конструкция. Но в потоке современной речи калмыцкого языка она, конечно, изменилась, и в своей исходной форме в слове «юн» оно не имеет никаких долгих звуков, просто «юн» и все. А в Тодо-Бичик оно было «йоун», почему у нас возникают в разных других словах иногда буква «у». Итак, давайте представим, как мы скажем, если «кен» — это «кто», то как же сказать «кому»? Это будет на калмыцком языке «кенд». Например, «кенд кхкеркте». «Кенд» — кому нужно дать. «Кенд кхкеркте». Еще нужно заметить, что в калмыцком языке, согласно древнему нашему мировоззрению, только человек может быть «кен». Или божество, например, может быть «кен». Все остальные живые существа, включая муравьев, насекомых, животных и так далее, будут отвечать на вопрос «юн», то есть «что». Итак, «кенд» — это будет «кому», «кенд экхекеркте» — это «кому дать», например, «авд», «кенд экхекеркте», «авд экхекеркте» — «кому нужно дать», «отцу» или «дедушке» нужно дать. «Юнд», например, «экхекеркте», кому нужно, чему нужно дать? «Гахад экхекеркте» нужно дать свинье. И вот здесь вот в слове «юнд» мы уже видим, появляется вот этот вот некогда существовавший гласный «у». «Юнд экхекеркте», «гахад экхекеркте». Следующий пример это был дательно-местный падеж, который мы уже с вами изучили. Совместный падеж, как мы знаем и как мы помним, образуется посредством присоединения к каким-то определенным словам суффиксов «та» или «те». Итак, с кем же мы пойдем? «Кен» — это кто? «Кенте» — это значит с кем? «Кенте йоухузевте». С кем должен пойти, то есть в рекомендовательном. Хорошо бы было, если бы он с кем-то пошел. «Кенте йоухузевте». С кем он должен пойти? Или, например, «юта йоух», например, «йоста». С чем, например, «хувдста», то есть с одеждой он должен своей пойти. В орудном падеже к этим словам будет добавляться известный уже нам суффикс «ар» или «эр». Например, кем нужно что-то сделать, кем нужно орудовать? «Кенер» будет, вот посмотрите, «кенер». «Кенер», например, кехекеркте, посредством кого нужно сделать? Или «юнар кехйоста». Иногда в некоторых калмыцких диалектах вместо «юнар» говорят еще «югар», потому что буква «н» она неустойчива, нестабильна, и она часто выпадает. Поэтому «югар» есть такое выражение в орудном падеже. Чем, то есть, сделать? «Серя гар», например, вилкой что-то нужно сделать.
Ну, в данном случае, почему опять-таки в слове серя у нас появляется серягар, я говорю, потому что это слово оканчивается на гласную, то есть между ней и падежным окончанием должен появиться интервокальный вот этот согласный г. Югар или юнар, югар кехакеркта, например, чем нужно сделать? Серягар кехакеркта, то есть вилкой. Направительный падеж, который мы изучили на этом занятии, образуется посредством присоединения к слову окончаний, падежных окончаний юр и ур. Так вот, по отношению к кому, куда вы, к кому должны пойти? Кенюр йоух, например, керекте. К кому нужно отправиться сейчас? По направлению к кому? Кенюр йоух керекте. Или если вы идете куда-то, например, в государственное учреждение, то мы будем говорить юнур, то есть в какое-то строение, здание или в какую-то определенную землю, территорию и так далее. Исходный падеж, который мы тоже изучили, образуется посредством присоединения к слову вот таких вот окончаний ас, эс. Итак, давайте мы узнаем, как же будет сказать на калмыцком, от кого мы, например, выходим. Кенес гархукеркте. Откуда, от кого мы должны выйти, от кого нам нужно выйти. Или, например, юнас, например, гархукеркте, герес гархукеркте, из дома нужно выйти, МЧС гархукеркте, от врача. Еще мы запомним и заучим сегодня еще несколько слов. Это вопросительное такое вот слово «где». В некоторых калмыцких диалектах используется слово «хама», а в некоторых диалектах используется слово «алед». Оба этих слова имеют абсолютно одинаковое значение. Надо сказать, что в текстах на Тудобичик слово «хама» имеет значение конкретно «куда». Слово «хама» это значит или «где». Где, наверное, будет правильнее сказать, хама это где, а вот слово альды образовано от такого вот универсального слова але. Але может использоваться в разных значениях. Это и кто, и что. Например, але кюн это какой человек, кто, что за человек. Или, например, але эмч, какой врач. Если к нему добавить суффикс дательно-местного падежа, получится алид, то есть где. Оба этих слова в равной степени совершенно имеют место быть в калмыцком языке и имеют перевод как где. А также по отношению к каким-то предметам, которые мы не знаем, они нам не знакомы, мы, калмыки, говорим слово юмн, то есть что-то, нечто, кое-что. Например, юн, юмн, что за штучка, что за предмет, что такое юн, юмн. Это будет значить, что за такой вот, давайте мы вот так вот даже это все объединим. Юн, юмн, это что за такое, что за явление, что за предмет. Юмн обычно относится к неодушевленным, но иногда в речевых ситуациях может относиться и к некоторым одушевленным, но не рассматриваемым в традиционном калмыцком мировоззрении как одушевленные предметы. Например, гаха будет отвечать на вопрос, как я уже говорил, юн, и относиться к каким-то явлениям, которые будут обозначаться юмн, то есть нечто, что-то. Вот такие вот есть интересные слова. Я очень прошу вас запомнить еще раз для себя в каждом из изученных нами падежей просклонять вот эти слова кен и юн. Энд будет значить здесь, тенд будет означать там, кен это будет кто, юн это будет что, кенд это будет кому, юнд чему, кенте с кем, юта с чем, кенер кем что-то сделать. И юнар или югар это будет значит чем сделать какое-то действие или вообще что-то сделать. Кенюр это значит к кому, юнур это значит к чему, кенес от кого, юнас от чего, хама или альд это где. И юман это значит нечто, кое-что, что-то непонятное пока еще. Пока собеседник наш не разъяснит эту ситуацию и не объяснит, о чем идет речь. Например, юн юмн это значит, что это за
вообще, что за штучка, что за предмет, что за явление. Юньюмун. Часто вот калмыки, когда там какой-то звук услышат за пределами своего дома, старики могут сказать юньюмун, то есть что там такое, что происходит. Вот такие вот слова. Мы, кроме этого, еще изучим несколько слов, но я еще раз повторюсь, дорогие друзья, для того, чтобы запомнить все, что мы проходим на наших занятиях, вы должны обязательно, непременно знать все вот эти вот формы, потому что иначе прогресса у нас с вами не будет. А сейчас мы изучим еще несколько слов для того, чтобы наш словарный запас расширялся, и мы становились все более грамотными и грамотными в изучении родного языка и могли говорить и изъясняться на своем родном языке. Первое слово это күн, человек. Күн, человек. Күн, человек. Основа его для того, чтобы соединять с разными падежами, будет кü, долго. Күнді, например, человеку. Күгәр будет человеком. Күнәсі от человека и так далее. Следующее слово это слово чиныр. 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 Чиныр это свойство или качество какое-то. Еще одно слово это газа. 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 Газа это значит снаружи, на улице, где-то там, где, то есть иное пространство, не пространство нашего дома, нашего двора и так далее. Например, газадын күн, вот эти падежи мы еще не изучали, но и вот эти вот суффиксы мы еще не изучали, но запомнить это надо. Газа это снаружи, на улице, иной какой-то, а газадын күн это значит иностранец, то есть человек, пришедший откуда-то из другого места, из другого государства, из другого какого-то, из другой какой-то территории. Если газа это снаружи где-то, то есть за пределами, за границей и так далее, то дота это внутри, дота это внутри, дота это внутри, значит, то есть внутренний, дотадын күн, это значит будет наш местный человек, гражданин, тот, кто с нами вот внутри нашего сообщества находится. Еще одно слово, которое мы должны будем изучить на этом уроке, это слово көсін. 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 Это пена. Тенгр. 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 Это небо. Газр. 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 Как мы помним, буква Г в первой позиции произносится как Г. Газр – это земля, небо и земля. Итак, несколько цветов еще изучим и несколько обозначений. Хар, хар, не хар, а именно хар – это черный, чистый, прозрачный. Например, местность у нас есть Харбулук, неподалеку от Элисты, где растет одинокий тополь. Так вот, Харбулук – это не черный родник, а булук – это родник. Давайте, кстати, запишем это слово. Булык, булык, булык – это родник. Харбулук, или сейчас мы говорим на русском языке харбулук, это не черный родник, а чистый родник. Если мы в солнечный день увидим вот эту вот чистую воду, причем глубокую воду, то она нам покажется черной, она такая чистая. Поэтому здесь еще одна система такая, мировоззрение наших предков подчеркивает, что харбулык это не черный родник, а чистый родник. Родник, в котором вода настолько чиста, что в солнечный день она кажется черной. Север, север, север это значит чистый, об одежде, о человеке, о теле, там, о мыслях, о душе и так далее. Север это чистый. Орс, многие говорят сейчас орсе, но это неправильно. Правильно будет орс. Неясный гласный стоит между буквой Р и буквой С. Орс это русский. Или человек, или русский язык. Орскельн это русский язык. Орскюн это будет русский человек. И так далее. Халемык, халемык, халемык это калмык или калмыцкий. Халемык
кюн — это значит калмык, хальмык келин — это значит калмыцкий язык. Почему мы говорим именно, когда подчеркиваем, что национальность человека, мы обязательно добавляем слово кюн, орус кюн, хальмык кюн. Дело в том, что для кочевого мышления, так как мы были кочевниками на протяжении длительного периода, важным является не национальность или какая-то этническая принадлежность, а важным является понятие самого человека, что он прежде всего человек, а потом уже он орус или хальмык. Однако вот это вот обозначение орус, хальмык, там, англи и так далее мы будем ставить в начале, то есть подчеркивая, что этот человек принадлежит к такому народу, к такой вот группе, к такому племени и так далее. Но он будет являться человеком. Поэтому, когда вы говорите русский, калмык или какую-то другую национальность называете, не забывайте всегда ставить после обозначения этой национальности слово кюн, то есть человек. Главное для любого кочевника — это человек. И 3 глагола, которые нам будут нужны и для следующего занятия, и вообще в последующем, давайте изучим и их. Берх. Берх. Берх — это держать, удерживать. Как держать, как, например, би. Маркер. Бердженев. Я держу в настоящий момент маркер. Или, если у меня его не будет, сейчас я скажу би маркер бернев или берхв. И возьму этот маркер в руки. Берх — это держать. Кроме того, держать — это еще и гахаберх, то есть держать или содержать свиней. И галуберх — держать гусей и так далее. Хайх. Хайх. Хайх — это бросать. Бросать что-то вот физически. Я, например, возьму сейчас этот маркер и брошу его. И получится, что оброню его. То есть вот что-то хайх — это бросать, конкретно бросать. Когда люди говорят там бросить курить и так далее, и используют слово хайх, это не совсем правильно согласно нашему мышлению. Хайх — это бросить вот физически что-то, бросить какой-то физический предмет или что-то еще бросить. Вот это будет хайх. А при обозначении там бросить пить водку или бросить курить будет не хайх. Вообще в языках, например, монгольском, айратов Синьцзяна, айратов Алашана, Западной Монголии, это будет гарх слово, то есть выйти из состояния, когда необходима какая-то вот такая вот потребность выпивки в табаке и так далее. И вот еще одно слово тевх. Тевх. Тевх — это поставить что-то на что-то. Например, вот аг тевх — поставить чашку на стол. Аг тевх керекте. Аг тевдженев. Аг тевхв. Тевх — это значит поставить что-то тоже физическое, конкретное такое вот и явное. Обязательно вот используется глагол тевх. В некоторых случаях иногда вот когда говорят хайх, то мы можем еще сказать, например, кю хайх, то есть человека бросить. Вот это можно будет сделать. А, например, кю тевх будет значит поставить куда-то человека, определить его в какое-то определенное место. Вот такие слова мы изучили на сегодняшнем уроке. Дорогие друзья, изучайте, повторяйте каждую тему из нами пройденных, и тогда запоминайте все слова, которые мы изучили, и тогда прогресс в изучении нашего родного языка будет налицо. Приближайтесь к тому, чтобы уметь изъясняться, объясняться и говорить, и слышать нашу родную речь. Сен бетен.